39 человек в Турции, селфи-видео предполагаемого стрелка и ложный след. А были ли подарки? Израильская полиция допросила премьера Биньямина Нетаньяху. Продвинулось ли расследование? Новый глава ОБСЕ прилетел в Мариуполь. Какие решения будут приняты? И принудительная эксгумация останков украинского писателя в Праге. Кому понадобилась могила Олеся и какова реакция МИДа Украины? Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время Прага». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Сегодня появились новые данные о стамбульском стрелке, который в новогоднюю ночь расстрелял в ночном клубе Рейна 39 человек. Полиция опубликовала новые видео и снимки подозреваемого. А турецкие СМИ сообщили, что преступник мог быть выходцем из Киргизии, который прошел боевую подготовку в Сирии. Подробности расследования в репортаже Екатерины Бучневой. На этих кадрах подозреваемый в убийстве 39 человек гуляет по площади Таксим. Видео опубликовала турецкая полиция. Точная дата съемки неизвестна, но видно, что на площади уже стоят новогодние елки. В ночь на 1 января именно этот человек, по данным турецких властей, застрелил полицейского и открыл стрельбу в популярном ночном клубе Рейна. Сейчас он по-прежнему на свободе. Мы располагаем информацией о внешности подозреваемого и его отпечатками пальцев. Теперь установление его личности — лишь вопрос времени. Мы надеемся не только найти самого террориста, но и установить всех, кто оказывал ему помощь в клубе и за его пределами. А это видео с камер наблюдения. Здесь подозреваемый засветился в стамбульском обменнике. По данным турецкого издания «Хабертюрк», он приехал в страну в конце ноября из Сирии, где якобы прошел подготовку в лагере боевиков. Группировка «Исламское государство» в понедельник взяла на себя ответственность за атаку на ночной клуб, назвав это местью за военные действия Турции в Сирии. По данным Хабертюрк, чтобы не привлекать внимания, подозреваемый путешествовал с женой и 2 детьми. Они поселились в городе Конья в центральной части Анатолии, заплатив за 3 месяца вперед. Арендатору мужчина сказал, что приехал в поисках работы. В ночь на вторник в его доме в Конье прошли обыски. Жену предполагаемого убийцы задержали. Именно ее саму и ее мужа не раскрывают. По данным турецких изданий, в первых показаниях женщина заявила, что не знала о связях супруга с исламистами. Местные СМИ пишут, что нападавший мог быть выходцем из Киргизии. Во вторник турецкий гостелеканал ТРТ World со ссылкой на источник в полиции заявил, что личность нападавшего установлена, и даже назвал его имя. Им якобы был 28-летний Яхья Машрапов. Но позже Машрапов нашелся в Бишкеке, где его вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана. По данным киргизских изданий, он оказался простым рыночным торговцем, ездившим в Турцию по делам. По его словам, из-за внешней схожести с разыскиваемым преступником, его задержали и допросили в стамбульском аэропорту, но позже отпустили с извинениями. Во вторник в аэропорту Ататюрка задержали еще 2 иностранцев. Ранее по делу о нападении на ночной клуб были арестованы еще 14 человек. Переговоры по мирному урегулированию в Сирии могут быть сорваны из-за систематических нарушений режима прекращения огня. Представители сразу нескольких сирийских оппозиционных группировок заявили, что временно приостанавливают подготовку к многосторонней встрече, которая должна состояться в Астане в конце января. Оппозиционные режиму Асада организации обвиняют правительственные войска и их союзников в обстрелах гуманитарных объектов и проведении наступательных военных операций под прикрытием временного перемирия. В первую очередь, по словам руководителей свободной сирийской армии, военные действия продолжаются к северо-западу от Дамаска. Части армии Асада и ливанской группировки Хизбалла пытаются выбить повстанцев и тем самым усилить контроль над регионом, который играет ключевую роль в водоснабжении столицы Сирии. Через контролируемые оппозицией районы также пролегает основной маршрут снабжения отрядов Хизбаллы из Ливана. Напомню, что план перемирия в Сирии был согласован при участии России и Турции. По некоторым сведениям, он предполагает, среди прочего, раздел Сирии на зоны влияния. Однако детали соглашений засекречены, и никаких официальных подтверждений этой информации не поступало. В договоренностях также четко прописано, что группировка «Исламское государство» ни на каком этапе не рассматривается как участник процесса урегулирования, и борьба с ней будет продолжена.
Правозащитники и журналисты требуют рассказать, где находится активист Ильдар Дадин, которого больше месяца назад этапировали из колонии в Карелии после сообщения о пытках и издевательствах. С тех пор ни адвокат заключенного, ни его родные не знают, где он находится. Судьбой Дадина заинтересовался даже Европейский суд по правам человека. Ринат Давлетгильдеев продолжит. Ровно месяц, 31 день не знаем, где Ильдар. ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию сообщить о его местонахождении до 9 января. Ждем. Свободу узникам Болотной! Ильдар Дадин – активист, единственный осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, которую правозащитники считают неконституционной. В конце 2015-го суд приговорил Дадина к 3 годам колонии общего режима. Затем срок снизили до 2,5 лет. В ноябре Дадин рассказал о пытках в колонии номер 7 в Карелии. Ко мне пришел начальник колонии Кассиев с 3 сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день 4 раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После 3-го избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО. После вмешательства уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой активисты этапировали в другое исправительное учреждение. Последнее письмо от Ильдара датировано 4 декабря. Он писал его из Вологды, место временной пересылки. С тех пор о нахождении Дадина ничего не известно. Из Кирова отзванивались зэки и сказали, что в Кирове он пробыл несколько дней, после чего его отправили на восток, куда никто не знал. И потом была информация, что его перевезли на Алтай. Каким образом могли Ильдара везти на Алтай из Кирова? Там через Челябинск, Пермь. В Челябинске, Перми тоже его искали правозащитники, нигде его не нашли. Ну, то есть просто прямо люди идут и по всем колониям начинают ходить. Но нигде его не находят. Я не знаю, чем это просто объяснить. Это фрагмент разговора Анастасии Зотовой с заместителем начальника ФСИН Валерием Максименко. Где Ильдар Дадин? Чтобы хоть как-то прервать информационную блокаду, люди фотографируются с такими надписями и запускают хэштег в Твиттере. С Нового года десятки постов. В кампанию против молчания ФСИН включились правозащитники и журналисты. Сегодня запрос в службу отправил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Ранее, в понедельник, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. С письмом в Федеральную службу исполнения наказания обратился и глава движения за права человека Лев Пономарев. Таких как Дадин, кто подвергался пыткам в карельских колониях и не побоялся рассказать об этом, еще как минимум 11 человек. 6 из них до сих пор находятся в той же 7-й колонии, откуда вывезли Ильдара. Заключенные, рассказавшие о своих проблемах, стали получать недвусмысленные угрозы. Но следователи, которые проводят проверки их слов, отказываются возбуждать дела. Последний такой отказ адвокаты заключенных получили накануне Нового года, 30 декабря. В самом ФСИН комментировать этап Ильдара Дадина и его пропажу отказываются, ссылаясь на то, что не имеют права раскрывать такую информацию, и утверждают, что все делают ради личной безопасности заключенного. Но и у простого письма, отправленного Почтой России, есть порядковый номер, и можно отследить его местонахождение. Найти живого человека, посланного по этапу, нельзя даже его родным. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне допросили следователи антикоррупционного отдела полиции. Причина – подозрения в незаконном получении подарков и прочих благ. Премьер, возможно, не декларировал полученные подарки, как того требует закон. Допрос длился более 3 часов, и им руководил бригадный генерал полиции. Важный нюанс. Перед началом допроса Нетаньяху дал подписку о неразглашении материалов следствия. Согласно израильским законам, это означает, что глава кабинета является именно подозреваемым, а не свидетелем. Израильская пресса сообщает, что встреча Нетаньяху со следователями не последняя. До конца нынешней недели должен состояться еще один допрос. С официальным заявлением выступил и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит. Среди прочего, он упомянул, что за последнее время в ходе расследования были получены данные, подкрепляющие обоснованность подозрений. Сам Нетаньяху все подозрения отрицает.
Мы отметили все публикации в прессе. Мы также обратили внимание на праздничное настроение, которое царило в телестудиях и в офисах оппозиции. Я хочу сказать им всем: подождите праздновать, не шумите. Я уже говорил это и повторю еще раз. Ничего не будет, потому что ничего нет. Вы продолжите запускать воздушные шары в небо, а мы продолжим руководить государством Израиль. Согласно открытым для общественности данным следствия, одним из благодетелей Нетаньяху, возможно, является председатель Всемирного еврейского конгресса миллиардер Рон Лаудер. В конце сентября он прибыл в Израиль на похороны бывшего президента страны Шимона Переса и тогда же дал следователям все показания по делу о подношениях Нетаньяху. О каких именно подарках и так называемых благах идет речь, полиция еврейского государства не сообщает. Это «Настоящее время. Прага». Главные темы далее. Принудительная эксгумация останков украинского писателя в Праге. Кому понадобилась могила Олеся и какова реакция МИДа Украины? Несостоявшаяся туристическая Мекка. Уникальный город в Одесской области, где передвигаются на лодках, тонет в проблемах. Слесарь и дизайнер по совместительству, как житель Перми, решился в свободное от починки труб время шить вечерние платья. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц с начала этого года он возглавил ОБСЕ, сегодня прибыл с визитом в Украину. Себастьян Курц встретился с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Вместе они посетили Мариуполь, а также поселки Гнутово и Виноградники, которые находятся на линии разграничения. В Мариуполе австрийский министр встретился с властями города. Курц и Климкин планируют обсудить развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе. Глава ОБСЕ хочет увидеть своими глазами состояние соблюдения минских договоренностей и в целом ознакомиться с ситуацией в регионе. Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы. В его могиле под надгробием с его именем сегодня захоронили другого человека. Киев не нашел денег, чтобы продлить аренду места на кладбище. Александр Олесь, настоящая фамилия Кандыба, в 1944 году был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Более 70 лет ренту за место на кладбище по собственной инициативе платил гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. 20 тысяч крон – это почти $800 каждые 10 лет. После смерти Михайлишина платить ренту стало некому, и его сын решил на месте писателя похоронить своего отца. Семейное захоронение Александра, Веры и Олега, это жена и сын писателя, эксгумировали. Останки пока поместили в хранилище на кладбище. Сегодня в этой могиле похоронили другого человека, при этом даже не сменив надгробие семьи украинского писателя. Президент Украины Порошенко поручил МИД срочно выяснить, возможно ли перезахоронить Александра Олеся в Украине. Как говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины, сейчас ждут решения родственников Олеся, которые живут в Канаде. Мы будем следить за развитием этой истории и действиями украинских властей в наших следующих выпусках. 17 ранее похищенных картин Рубенса, Монтеньи, Тинторетто и Пизанелло снова выставлены в музее Вероны. Спецслужбы Украины обнаружили полотна еще в мае. В начале декабря участники ограбления получили тюремные сроки. Эти полотна общей стоимостью более $15 миллионов похитители собирались переправить в Молдову. Передавая шедевры министру культуры Италии, украинский президент сообщил, что перекрыт целый канал контрабанды художественных ценностей. Для нас это настоящий праздник. Позже торжества пройдут в Вероне, когда эти сокровища вернутся на родину. Напомню, в начале декабря Веронский суд приговорил к длительным тюремным срокам арестованных похитителей картин. 2 итальянцев и 4 граждан Молдавии получили в совокупности более 30 лет тюрьмы, а украинцев пригласили до конца года посещать все музеи Вероны бесплатно в знак признательности за возвращение коллекции. Несостоявшаяся туристическая Мекка. Речь идет об украинском городе Вилково, который расположен на островах в устье Дуная. Девственная природа, центр виноделия и возможность добраться к соседям на лодке. Казалось, эти места обречены стать жемчужиной зеленого туризма в Украине. Почему этого до сих пор не происходит? Из Одесской области Всеволод Ананьев.
Мы путешествуем по центральной улице Вилково, Белгородскому каналу. Вместо машин у домов припаркованы лодки и байдарки. Вилково называют украинской Венецией. Треть города без автомобильных дорог и автомобильного сообщения. До многих домов можно добраться исключительно на лодках или катерах. Город раскинулся в устье Дуная на 72 островах. Они соединены множеством водных каналов. Наш проводник Роман прожил здесь всю жизнь. Вспоминает, в советские времена в Вилково базировался речной флот. Очаковский рукав был судоходным. Каналы регулярно чистили от ила и грязи. Но сегодня они потихоньку пересыхают. Вилково может потерять свою уникальность. Были глубины больше 20 метров, и сейчас глубина максимум 10 метров. И с каждым годом все меньше и меньше. Дунай заиливается, и все. Будем пешком переходить на той остров. Здесь сохранились краснокнижные животные и птицы. Цивилизация не тронула эти места. У жителей островов нет ни электричества, ни газа. Островитяне живут земледелием. У местного сорта вина «Новак» необычный привкус. Он высоко ценится любителями этого напитка. На этих илистых почвах идеально выращивать клубнику. В сезон перекупщики развозят ее по всей Украине. Из реки наносить, когда по весне грязная вода, осадок получается. Если это осадок, здесь много полезных микроэлементов, и вот эта земля, она идет как удобрение. Раньше река обильно кормила островитян рыбой. Сегодня ситуация изменилась. Рыба дает очень много личинок, а экология плохая. Как это самое, сбросы идут в Дунай. Еще недавно канализация сливалась прямо в каналы. На деньги Евросоюза в городе прокладывают новую систему стоков. Нечистоты после очистки будут не так губительны для экологии. Местным это важно. Они хотят превратить заповедник в центр зеленого туризма Украины. В городке было 14 тысяч рабочих мест, была промышленность, были предприятия. Сейчас вся промышленность исчезла, и у нас осталось всего лишь 1500-2000 тысячи рабочих мест. И туризм сейчас в пик сезона уже дает до 300 рабочих мест. В городке работают несколько баз отдыха. Кораблики устраивают экскурсии по каналам и на острова. Но туристов не достает. Развиться уникальному заповеднику мешают дороги. Нормальных подъездов к Вилково нет. Город находится в 200 километрах от курортной Одессы. По ямам и ухабам мы добирались сюда более 5 часов. Одно только решение вопроса транспортного подъезда к Вилково сразу решит все проблемы для развития местного туризма. Появятся сразу инвестиции, появится сразу и экономическая эффективность. Транспортную проблему Вилково обещал решить Михаил Саакашвили. Бывший губернатор прилетал в село. Планировал начать ремонт дороги летом 17-го. Сразу после реконструкции стратегической трассы Одесса-Рени. Будет ли этот план реализован после ухода Саакашвили с должности, неизвестно. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесская область. Борьба с советским наследием в Украине продолжается. Вслед за падением многочисленных памятников Ленину и переименованием населенных пунктов с улиц украинских городов начали убирать советскую символику, барельефы, панно и муралы. Ульяна Кондрашова встретилась с их авторами. Мы с вами стоим сейчас перед муралами 70-х годов. Первый торец – Триполье, второй – Киевская Русь. Затем два сюжета – «Слава труду», «Война и мир». Пятый торец. Здесь надо было показать рождение Украинской Народной Социалистической Республики. Над этими 6 композициями, мозаиками художник Владимир Прядко с еще 3 коллегами работал в далеком 75-м. На одной из них запрещенные ныне в Украине советские символы серп и молот. Такие же и на другой его работе на стене университета Шевченко. 1500 квадратных метров резьбы по камню, почти 10 лет работы. Мы 3 проекта делали, потому что заказчик все время говорил, что чего-то не хватает. Не хватает наших передовых идей. Пришлось вплести все-таки символику. Это произведение искусства, как и тысячи других по всей стране, в прошлом году Верховная Рада распорядилась уничтожить. Они не могут оставаться в публичном общественном пространстве. В случае, если любой объект, который содержит символику коммунистического тоталитарного режима, оценен как художественный, то он может быть сохранен для музея. После принятия закона о декоммунизации власти на местах создали специальные комиссии, которые должны были пересчитать и оценить объекты советского наследия. Пока демонтировали часть мемориальных табличек и памятников. Одних только статуи Ленина снесли больше 1200. Но это капля в море по сравнению с количеством муралов, мозаик, звезд, серпов и молотов по всей стране. Что с ними делать и куда девать, местные власти пока не определились, как и сами украинцы. Я считаю, что их нужно убрать и демонтировать. У нас украинская страна, у нас Украина,
У нас есть своя символика, она закреплена в законодательстве Украины. А стоит ли? Понимаете, большевики все уничтожили. Приходит новая власть, опять все уничтожает. Категорически против демонтажа советских мозаик и муралов сотрудники музеев. Надо критически мыслить, но помнить, что вычеркивать работы советских художников того периода не стоит, да и невозможно. Найти в украинской столице на улице советскую символику очень легко, намного сложнее в киевской подземке. Где-то коммунистические символы демонтировали, где-то закрасили текст, где-то завесили мозаики. Мы ждем до сих пор решения относительно 7 станций, которые попадают под закон о сохранении памятников архитектуры. То есть должны ли мы демонтировать там советское наследие? Если да, то как и за чьи средства? Если демонтаж советского наследия медленно, но продвигается, то со сбережением объектов советского искусства, памятников и символов сложнее. Создание музея тоталитаризма пока только на уровне разговоров. Уляна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. Теперь в Россию, в Перми, живет, кажется, единственный слесарь-дизайнер. Игорь Касев в свободное от работы время шьет женские вечерние платья. Совмещает это хобби с ремонтом труб вот уже несколько лет. Подробнее Екатерина Пономарева. Слесари в одном из районов Перми меняет трубы. Старые прогнившие на новые пластиковые. Ничего необычного. Вот только один из рабочих уже который год ведет двойную жизнь. И после смены меняет телогрейку на платье. Девушка является как раз вот этим ароматом. А мое платье – это как флакон духов. Игорь Касев – слесарь-дизайнер. 2 через 2. После школы он закончил швейный техникум, курс закройщика. Ему нравилось придумывать наряды, но работать в ателье не смог. Говорит, мало творчества. Заниматься рядовым шитьем скучно и не хватает мужского общения. Так он и стал слесарем. Меня устраивает график, который существует на предприятии. 2 дня я работаю, и 2 дня я сам себе предоставлен, отдыхаешь. В это время я отдыхаю, действительно, когда шью, принимаю заказы у людей, хожу на какие-то модные показы, выставки. Мужики иногда мне на работе завидуют. Вот мы, говорит, тебе просто, наверное, завидуем. У тебя есть свое любимое дело, которым ты занимаешься. Дома ты отдыхаешь от нас, а на работе ты отдыхаешь от своего шитья. Он шьет платья на заказ, участвует в конкурсах модельеров. Несколько лет сотрудничает с Пермским модельным агентством. Делает платья для участниц конкурса красоты среди замужних женщин. Словом, местный мир моды его любит и ценит. Парень очень талантливый. Конечно, не его место у труб как таковых. Хотя это дает какую-то свою шармовость вообще самому вот этому вот положению, ситуации, что человек умеет делать своими руками не только тонкие вышивки. Представляете, тонкая вышивка или там паять какие-то цветы, это уже очень тонкая филигранная работа. Или, например, там трубы огромные закатывать, землю взрывать. В этом году в платье от сантехника участница из России, пермячка Валерия Лозинская, выходила на сцену международного конкурса красоты «Миссис Глобал» и успешно вошла в 30-ку лучших. Ты знаешь, твое платьишко хотели купить даже. Да, и кто? Да, «Миссис Италия». Несмотря на любовь к вечерним нарядам, Игорь берет и самые простые заказы. Его расценки от пары сотен рублей до 100 тысяч за сложный заказ. Вот это синее платье он шил бывшей однокласснице на корпоратив. Сейчас чинит обшивку на детском стульчике для коллеги. А мужикам из бригады латает форму и вообще всегда на подхвате. Так что такое нетрадиционное для русского слесаря хобби они уважают. Все к нему периодически обращаются. То есть он ребятам чинит и одежду, и какие-то такие заказы. Вот, например, вот он мне пришил перчатки липучки, чтобы можно вот так, очень удобно он сделал. Открывать свое ателье, Игорь говорит, ему неинтересно, потому что невыгодно. Тем более, что он собирается жениться, ищет невесту. За дорогими дизайнерскими платьями люди идут редко, а на ремонте одежды много не заработаешь. Это сантехники с таким состоянием коммунальных сетей в России нужны всегда, а дизайнеры вечерних платьев редко. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Как говорят, талантливый человек должен быть талантлив во всем. И такой запомнится эта среда. Все материалы нашего выпуска можно найти в YouTube и на сайте currenttime.tv. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До встречи завтра.